Рагунская ГЭС – стройка века. В настоящее время строительные работы на этом грандиозном объекте продолжаются ускоренными темпами. Начата установка аварийно-ремонтных ворот тоннеля 4 уровня Рагунской ГЭС. Вес ворот, произведенных в Таджикистане, составляет около 130 тонн. Всего на этом месте будут установлены две такие конструкции. Рагун – это развитие и прогресс. Рагун – это источник света. Мы гордимся, что работаем на этой грандиозной стройке века. С большим воодушевлением продолжаются строительные работы на различных участках Рагунской ГЭС. В выходной части строительного тоннеля 4 уровня ведутся взрывные и земляные работы, а также работы по укреплению горных склонов, укладки бетона и анкеров. Общая длина тоннеля 4 уровня составляет около 1800 метров. Строительно-монтажные работы с использованием необходимого оборудования и механизмов выполняются открытым акционерным обществом «Таджик Гидроэлектромонтаж». Результаты работ показывают, что качество соответствует международным требованиям, а профессиональные обязательства выполняются на высоком уровне. Строительство тоннеля осуществляется с использованием высококачественных материалов, соответствующих техническим требованиям гидроэнергетических объектов. Работы по сооружению строительного тоннеля 4 уровня начались в 2018 году и ведутся в соответствии с проектными требованиями. В настоящее время строительные работы ведутся в две смены. Мы, строители, работаем круглосуточно, прилагаем усилия для скорейшего завершения работ в намеченные сроки. Бурильные и сементационные работы по укреплению левой и правой сторон ядра плотины осуществлены до отметки 1085 метров под номером 551. Продолжается цементирование левого и правого бортов ядра плотины от отметки 985 метров до отметки 1100 метров. Уже пробурено и зацементировано 280 скважин. В настоящее время с использованием всех возможностей поставлена цель качественно выполнить работы на участке ядра плотины Рагунской ГЭС. Гравийный материал уложен в верхней части фундамента ядра плотины до отметки 998 метров. Укладка гравийного материала в нижней части фундамента ядра плотины продолжается на отметке 1012-1013 метров, а укладка горных пород в верхней части плотины продолжается до отметки 1013 метров. Ядро плотины считается одним из важных сооружений гидроэлектростанции. Строительные работы на нем ведутся высококвалифицированными рабочими и специалистами с учетом проектных требований. Специалисты и рабочие выполняют работы согласно требованиям проекта и обеспечивают качество работ на высоком уровне. Качество строительных работ проверяется ежедневно с использованием новых технологий. Работы выполняются в соответствии с международными требованиями. Для завершения на высоком качественном уровне работ в ядре плотины рабочие и специалисты обеспечены современной грузовой техникой, бульдозерами, экскаваторами и другими необходимыми механизмами. Строители на Рагунской ГЭС работают в круглосуточном режиме. Эффективное использование современного оборудования и механизмов способствовали ускорению работ на всех участках этого крупного энергетического сооружения. Рагунская ГЭС – гарант светлого будущего Таджикистана. Каждый день строители достигают высоких результатов в деле выполнения работ согласно проекту. Строительные работы по сооружению Рагунской ГЭС ведутся в две смены и согласно установленному графику. Рагунская ГЭС, строящаяся гидроэлектростанция на реке Вахш, входит в состав Вахшского каскада и с установленной мощностью 3600 мегаватт является самой большой гидроэлектростанцией в мире. В здании этого объекта будут установлены 6 гидроагрегатов мощностью по 600 мегаватт. В условиях изменения климата и в этом контексте развитие сферы энергетики является приоритетом в политике правительства страны и отвечает интересам мирового сообщества. Отечественные рабочие и специалисты с созидательной решимостью и высоким чувством патриотизма, основываясь на указаниях и поручениях лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, непрерывно трудятся на этой строительной площадке Рагунской гидроэлектростанции и прилагают
прилагают все свои усилия во имя успешного и качественного выполнения работ на этом жизненно важном для страны объекте. Трудовой подвиг строителей, твердо намеренных запустить остальные агрегаты, продолжается. Зумрат Файзиева, Махмад Саиди Камол, Дильшоди Хушбак. Новости. В преддверии 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан во всех регионах страны развернуто масштабное строительство различных объектов. По словам специалистов, из общего объема запланированных объектов, количество которых составляет 28 579, до 1 июня текущего года уже сдано в эксплуатацию 13 285 объектов, что составляет 46,5% от намеченного плана. В настоящее время по всей стране ускоренными темпами продолжаются строительные работы по возведению многочисленных сооружений, а также ведутся проектные работы по строительству новых зданий. Так, только в Душанбе запланировано строительство 4284 объектов. Специалисты отмечают, что из этого в эксплуатацию 1794 объекта. Работы по благоустройству и строительству остальных сооружений продолжаются согласно намеченному плану. Меня зовут Киселева Екатерина. Я представляю Российскую Федерацию, Свердловскую область, город Екатеринбург. Мы очень поражены в приятном смысле таким красивым городом, как Душанбе. Вот сегодня у нас была возможность прогуляться, посмотреть. Город очень теплый, очень светлый, очень позитивный. Вот он уже предрасполагает к какой-то положительной энергии, к творчеству, к объединению. Елена Сурадейкина. Я приехала из города Новосибирск, из далекой Сибири, из России. Я первый раз нахожусь в Таджикистане и очень этому рада. Очень было интересно приехать, посмотреть ваш прекрасный город, очень теплый не только из-за того, что жара на улице стоит, но теплый, потому что нас просто окружили теплотой и заботой люди, которые очень тепло нас встречают, очень гостеприимные. Благодаря усилиям и стараниям лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, Таджикистан день ото дня становится процветающим, красивым и развитым. По всей стране строятся дороги и тоннели, малые и крупные гидроэлектростанции, высотные жилые дома, современные школы, создаются новые рабочие места. С каждым годом увеличивается размер заработной платы и пенсии. Мировое сообщество поддерживает инициативы главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона. Повышается международный имидж и авторитет нашего суверенного государства. Таджикистан – самая безопасная и спокойная страна в мире по версии влиятельных мировых институтов. В стране наблюдается экономический и технологический прогресс. Таджикистан стал занимать видное место в мировых новостных сетях. Карим Хайдар, Джовид Низоми. Новости.